Рекламная информационная программа «Новости банков Оренбурга». В студии Елена Костылева. Здравствуйте. Программу представляет интернет-портал bankiоrenburga.ru, сайт для тех, кто стремится быть в курсе последних событий в финансовой сфере. В третьем квартале текущего года Банк Агросоюз получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. Данное разрешение позволяет банку оказывать брокерские услуги на рынке ценных бумаг, а также предлагать услуги по их хранению. Банк Агросоюз уже оказывает широкий спектр банковских услуг для корпоративных и частных лиц: привлечение денежных средств во вклады, открытие и ведение банковских счетов, инкассация денежных средств, векселей, купля-продажа иностранной валюты, выдача банковских гарантий, перевод денежных средств, а также аренда сейфовых ячеек. Сбербанк в Самаре совместно с Международным институтом рынка организовали студенческую конференцию, посвященную банковской тематике и приуроченную к 173-й годовщине Сбербанка. Участниками научной сессии, которая проходит третий год подряд, стали несколько десятков будущих выпускников из разных самарских вузов. На конференции студенты представили доклады, посвященные развитию современной банковской системы, изменениям на рынке финансовых услуг, а также анализ направлений банковских сервисов и продуктов. Победители форума в качестве награды будут включены в кадровый резерв Сбербанка и уже в текущем году смогут пройти практику в крупнейшем российском банке. Альфа-банк в Оренбурге отметил 15-летие с начала своей деятельности в Оренбуржье. Большое значение уделяется банкам сотрудничеству с предприятиями малого бизнеса. Только за 9 месяцев текущего года в Оренбургском офисе открыли счета более 500 предприятий сегмента малого бизнеса. Удобные пакеты РКО, карта Альфа Кэш, мобильный эквайринг Альфа Рау и консьерж-сервис для бизнеса являются основными драйверами развития данного направления в Альфа-банке в Оренбурге. А сервис персональных менеджеров способствует более комфортному взаимодействию между банком и предпринимателями. Россельхозбанк увеличил срок кредитования юридических лиц, занимающихся производством молока, до 15 лет. Заемные средства предоставляются как в форме единовременной выдачи, так и кредитной линии, что позволяет учитывать порядок расчетов клиентов с поставщиками. В рамках данного предложения возможно предоставление льготного периода по погашению основного долга до 3 лет. Предполагается, что расширение возможностей кредитования для предприятий молочного животноводства будет способствовать повышению объемов производства отечественной продукции и ускорению темпов импортозамещения. С 20 ноября Банк Агропромкредит повышает ставки до 11% годовых по срочным вкладам в рублях. Изменения коснулись всей линейки депозитных продуктов банка. Максимальный доход по ставке 11,5% годовых в банке можно получить по вкладу максимум, разместив от 100 тысяч рублей на 1 год. Для вкладчиков, желающих разместить в банке Агропромкредит крупные суммы, предлагаются депозиты энергии со ставкой 9% годовых и комфортный НИУ со ставкой от 9,75% годовых в зависимости от срока и суммы вклада. 1 октября стартовала акция «Умные вклады» от ОАО «Ника Банк». Один раз в месяц в газетах, а также на сайте и в офисах банка будет публиковаться ребус, который необходимо разгадать до конца месяца. Гарантированный приз 4000 рублей получит тот, кто первым в своем городе или поселке сообщит правильный ответ сотруднику банка. В акции участвуют владельцы действующих срочных вкладов, открытых в Ника Банке в период с 1 октября по 31 декабря. Это все банковские новости на сегодня. Программу представил портал Банки Оренбурга, интернет-ресурс для тех, кто ищет самую свежую информацию о банках. Адреса, телефоны банков, карта банкоматов, онлайн-заявки на кредит, курсы валют и самые последние банковские новости. Адрес сайта banki-orenburga.ru.